Нонна, таджиков. Ассаламу алейкум. Привет. А ты откуда? Я с Донецкой Народной Республики, город Горловка, может, слышали? А, Конечно, слышал. Я каждый день смотрю. Переживаю Красавчик. за вас. Красавчик. Спасибо тебе. А тебя как Как зовут? вас? Ты из какого города? Тебя как зовут? Саша меня зовут, Александр. Какой город? Устанай. А сколько независимости Казахстану? Я что-то так смотрел, гуглил. Сколько лет Казахстану? Я не знаю. Ну, 10, Я 12, как-то- 15, 100, вот приблизительно. Это молодая страна? Или я слышал, что говорят, что Казахстана не существовало, ее Ленин придумал. Да, правильно. В каком году Ленин придумал? Не помню тоже. Вообще, мне Казахстан вообще не интересно. Хоть здесь я и живу, но он мне вообще не интересен. А как? Ну, подожди. Это Ну, наш, подожди, тебе должна, Саня, интересовать, потому что это наши исконные русские земли. Это Омская губерния, понимаешь? Нам еще возвращать эти земли, ты не думай. я знаю. Я и хочу в Россию. Ну, ты хочешь в Россию уехать или чтобы Россия к тебе пришла? Лучше бы сюда пришла она. Вот. Это вообще тема была. Поэтому, Саня, нужно терпеть, потому что мы чуть-чуть подзастряли в Украине, чтобы ты на Украине. Ты слышал, да, вот этот Никонов, Федоров, Жириновский говорили, казахи, типа, вон из наших земель, ну, как он в своем этом репертуаре. Но он же типа всю правду говорил, правильно? Да. Да, и получается... А у казахов сейчас жопа кипит, блин. Блядь, они как видят Донбасс, они говорят, бля, слава Украине, кричат мне, прикинь. Да. Слушай, как ты думаешь, вот ну, для тебя предпочтительный сценарий, это вот, ну, просто советуюсь, потому что вот опрос, это провести вот референдум, да, от соединения Северного Казахстана или сразу спецоперацию? Вот Северный уже давно хочет туда. Да, ну ты ж понимаешь, мы ж не знаем, как Китай, понимаешь, Китай тут, блядь, играет такую роль интересную. Ты бы как посоветовал нашему Владимиру Путину? Сразу войска ввести или все-таки провести волеизъявление? Для начала референдум. Референдум. Лучше, да. В референдуме сразу присоединение к Российской Федерации или сначала независимая, вот, например, Северно-Казахстанская Народная Республика, например, да? Или сразу прошу Владимира Владимировича, как вот в Крыму, знаешь, как было? Да. Сначала Крым. Россия не может себе взять чужую территорию, ты знаешь, да? Конечно. Сначала проводится референдум о независимости субъекта какого-то, например, Крыма. Ну, например. я видел все А это. потом второй пункт, автоматически присоединение к России. Ты бы какой выбрал вариант? Первый, наверное. Первый. Слушай, так, по твоей оценке, много будут сопротивляться вот это, типа, мол, мы не хотим, там, ну, надо будет как-то с ними договариваться или гасить их, я не знаю. Сопротивляться сильно не будет. Не буду, да? Наши казахи, они вообще сыкло. Сыкло. Тут вообще. Ваши там на севере какие именно? На У нас север? еще более-менее нормальный север. Нормально. А юг это вообще там. Надо Казахстан разорвать. Вот северную часть России, где Китай находится. Угу. Часть Китаю, ну так, всем частями. Слушай, части. Саня, молодец, ты стратег. И вот ты вот мыслишь, как наш президент, как Путин. Не знаю, ты поддерживаешь Путина? Конечно. Вот он вот такими, он просто, он не будет там сюсюкаться, мол, типа, а давайте, а может, а то все. Пришел, бля, расхуярил и все, блин. Да. А Я ты, уже давно слышал, что Казахстана не будет. Его разорвут. а ты не пьяный, ничего случайно? Ты не будешь там, ты как-то там с пьяну это все? Ты трезвый, ты не пил? Я сижу, кушаю. Ну, не употреблял. А то Ну, мне я еще пью. скажут, а это тебе пьяный наговорил, типа, мол, что он, блядь, Нет, я вообще не пью. не пьет. А слушай, а таких как ты можешь, смотри, мне нужно 12 человек собрать. У нас в Рудном, знаешь, где Рудный? Ну это рядышком, 45 Да, километров. да. У нас офис открывается, офис нашего движения освободительного. Ага. Нам нужно вот в каждом вот городе 12 человек, активистов, которые будут там сначала типа раздавать листовки, ну, для подготовка к референдуму, ну, например, типа, да. Буду в Рудном где-то январь-февраль. Может, запишешь мой номер, там, не знаю, или я твой запишу, чтобы встретимся все-таки. Запишу. Плюс 38. Давай я тебе здесь напишу, у меня украинский.
9-9. Заскрини, если что. Я сфотографирую. Ты говоришь, на выходные можешь. А может давай, ну, может я раньше, позже приеду, давай, не боишься свой дать? Я лучше наберу. А тебе, может, давай, блин, может как-то давай завтра спишемся, свяжемся, просто ты скажешь, ну, вчера было вот все спонтанно, а сегодня я решил, что я готов. Что будем ждать к январю, там, туда-сюда, мне нужно людей набирать. Тем более бабки неплохие. Какой-то странный, конечно, все беседа это такая пошла, блин. Ну ладно, Сань, давай на чистоту, да? Давай на чистоту. Конечно, уже давно пора. Да, смотри, вот мои флаги. Статья 174 Криминального кодекса Казахстана говорит разжигание межнациональной розни. И статья 180 сепаратизм от 7 до 10 лет. Ну, конечно, да, это я знаю. Да. То есть сейчас ты наговорил на статью Криминального кодекса. Ты записал меня? Конечно.